Мы продолжаем нашу лекцию на тему социального поведения человека и поговорим о том, что движет человеческими поступками. Все правовые категории вытекают из наших сегодняшних утверждений. Внутренняя мотивация человека находит выражение в категории интереса. Интерес – правовая категория, основа всех притязаний. Право – мощный социальный институт. Власть – правовая категория. Воля тоже является правовой категорией, без которой ничто правовое принципиально нереализуемо. Свобода – возможность поведенческого выбора. Если она защищена юридическими инструментами, мы зовем ее субъективным правом. Еще одна фундаментальная правовая категория. То, как мы себя ведем в обществе, наше поведение, связанное с поведением других людей и находящееся под их влиянием, называется социальным отношением. В тех случаях, когда социальное отношение урегулировано правом, мы говорим о правовом отношении. Еще одно центральное правовое понятие – нечто, что связывает отдельных людей в единое целое – правовое общество. Исторический пример для иллюстрации. В 334 году до нашей эры Александр Македонский начал свой знаменитый поход на восток. Он был еще совсем молодым человеком, но в его распоряжении была власть над большим и процветающим краем, где жизнь была максимально комфортной для того времени. Он был царем и ни в чем не знал нужды. Азиатские народы в тот момент не представляли никакой опасности для его царства. Если думать рационально, никакой надобности в этом походе не было и не могло быть. Что еще более удивительно, 50 тысяч молодых, здоровых, сильных и благополучных мужчин бросили свои дома и семьи, чтобы принять участие в величайшем военном походе против народов, превосходивших их числом в десятки раз. Они начали войну, которую было невозможно выиграть, в странах, о которых им было мало или вообще ничего неизвестно, с многочисленными и сильными народами, о существовании части которых они даже не подозревали. Огромное большинство этих солдат закончили свои короткие жизни на поле боя или просто обессилев от трудов, превышающих мыслимые человеческие силы. Почему же люди вели и продолжают вести себя так странно и неразумно? Ведь такие поступки невозможно объяснить ни инстинктами, они полностью противоречат эволюционным задачам выживания и размножения, ни рациональными причинами. Гораздо разумнее было бы оставаться дома, заниматься хозяйством и наслаждаться жизнью с любимой семьей в комфортной Греции. Ответ заключается в том, что в конкретном поведении каждого солдата Александра переплелись инстинктивные мотиваторы, разумные решения и регулирующее влияние общественных институтов. Каждый член его армии инстинктивно осознавал себя членом эллинского мира, был подданным своего царя и военнослужащим армии, то есть членом политического и правового отношения. И каждый из них делал волевой выбор, исходя из истинных или ошибочных представлений. Это позволяло ему, оставаясь разумным существом, быть одновременно и членом большого сообщества. Сегодня мы поговорили о воздействии социальных регуляторов на поведение человека и на формы социального поведения.